Hi friends again. Привет, друзья, снова. И сегодня мы продолжаем говорить про существительные. И сегодня мы поговорим про то, что существительные бывают исчисляемые и неисчисляемые. Okay? Но прежде чем мы возьмем новую тему, я бы хотел с вами провести небольшой такой revision, повторение о существительных. Значит, смотрите, мы с вами знаем, что существительные, у нас nouns. Мы с вами прошли о том, что как, значит, говорить о принадлежности существительных, то есть мы добавляем туда apostrophe s, right, like mother's bag, father's car, girl's room, Далее мы с вами научились образовывать множественное число существительных при помощи добавления, опять-таки, s уже на конце, допустим, там, girl, girls, boy, boys, day, days, ну и, естественно, мы сказали о том, что есть и исключения, то есть там man, man, woman, women, okay? И сегодня мы поговорим о том, что они бывают, то есть существительные бывают исчисляемые и неисчисляемые, и поговорим о таких словах, как much and many, okay? То есть они оба этих слова означают много, okay? Вот. И давайте уже более подробнее остановимся на этом. То есть, как и в русском, в принципе, языке, в английском языке тоже есть существительные, которые мы можем посчитать и можем не считать. Не можем считать. Okay? Ну, допустим, если что-то маленькое, то есть что-то состоящее из мельчайших частиц, допустим, рис, rice, salt, соль, sugar, сахар, их мы не считаем, окей? То есть по-английски мы их называем countable and non-countable. Либо count, можем их назвать, and non-count. Non-count. Окей? То есть если мы их считаем, то во множественном числе мы скажем many, окей? Ну, допустим, исчисляемые это такие вот обычные, так сказать, часто используемые их большинство слова. Допустим, там chair, chairs, допустим, chairs, books, их мы все считаем, книги, то есть мы можем сказать раз, два, три, четыре, пять, 1, 2, 3 books, 5 books, 10 chairs, там, не знаю, 2 boys, okay, и так далее. С этим, я думаю, не проблем нет. Давайте более подробно остановимся на non-count nouns. Если, допустим, нам надо сказать много чего-то, много воды, много риса, мы говорим, значит, much rice, много риса, much sugar, okay, then much salt, I have much salt in my soup, okay. Water, кстати, тоже water, тоже мы не считаем, тоже будет у нас неисчисляемое, окей. Далее, время, окей, время тоже мы не считаем, time, we say, I have much time, okay, or I don't have much time, у меня немного времени, окей, то есть times говорим. Далее, допустим, money, деньги, окей, деньги любят счет, окей, но мы их не считаем, money. Много денег мы всегда скажем much money, не many money, окей, это частая ошибка в изучении английского языка. Мы говорим many monies, no, much money, I need much money, or I have much money, or he wants much money, окей. Далее, hair, то есть тоже, как бы волосы, это в русском языке мы говорим волосы, но в английском языке мы говорим hair. Неисчисляемо, right? То есть я вам показал, конечно, у меня сейчас нет. Так что hair, не hairs не говорим, окей? Это грубейшая ошибка, тоже частая ошибочка в изучении английского языка. Всегда говорим hair. He has much hair. У него много волос. Okay? I don't have much hair. У меня немного волос. Okay? Вот. То есть еще раз давайте summary. Если мы считаем, можем посчитать что-то, мы говорим many. Many. Не money, а many именно. Если мы не можем считать, мы говорим much. Alright? Но бывают такие ситуации, допустим, мы
говорим, и раз какое-то слово, и мы не знаем, это считается оно или не считается. Чтобы, так сказать, не застревать, не зависать, есть еще такое более универсальное слово в английском языке. A lot of. Окей? A lot of я специально написал посередине, потому что это общее. То есть можно использовать в обоих случаях. Считаем или не считаем, разницы нет. A lot of chairs, a lot of rice, a lot of books, a lot of sugar, or a lot of boys, okay? Like, I don't eat a lot of sugar, or I don't have a lot of hair, okay? Вот. Теперь давайте поговорим еще про такое, как too much, okay? Есть, значит, еще такое выражение, как too much, либо too many. Это тоже очень полезное. Слишком. Если, допустим, говорим слишком много, мы говорим too much, слишком много, либо too many, слишком много. Значит, в каких же случаях используют это англоговорящие, то есть носители языка? Too many, sorry, double O, два O. Это мы чаще всего используем в отрицательном контексте, окей? In negative context. Допустим, я говорю, если мне что-то не нравится, окей? Допустим, говорю homework, окей? Вам нравится homework делать? Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Если, допустим, мне не нравится делать homework, домашнее задание слишком много, я говорю, I have too much homework. Okay? Либо, допустим, много, к примеру, людей, да? У меня в офисе слишком много людей, и это мне не нравится. Okay? Я говорю, I have too many people in my office. Okay? То есть в отрицательном контексте. Too much, допустим, sugar. I don't like it. Okay, so I say, I have too much sugar in my tea. Or you put too much sugar in my tea. Вот у меня такое. Иду на завтрак, и жене говорю, you put too much sugar in my tea. Okay? Жене говорю, ты слишком много сахара положила мне в чай. Okay? Либо too many. Опять-таки, я пришел в офис, смотрю, слишком что-то много людей. Okay, I say, I have too many people in my office. Okay? Get out from here. Далее, если же в положительном контексте, надо сказать, in positive context, we use such word as a lot of, okay, a lot of. Если же мне что-то нравится, okay, я скажу a lot of. For example, например, я скажу, ну, мне нужно много денег, okay, и это мне нравится, okay. Значит, я скажу, I need a lot of money, okay, если, значит, либо, скажем, там, give me a lot of money, да, либо там take a lot of money. Если что-то в положительном контексте, если это, то есть все субъективно, okay? Если кому-то не нравится много денег, они скажут too much money. Если кому-то нравится, они скажут a lot of money. Okay? Либо время, да, допустим, есть какой-то проект, и я говорю, на этот проект нужно слишком много времени. А если в отрицательном контексте, я скажу, this project needs too much time. Okay? Если, допустим, у меня много свободного времени, и это мне нравится, я говорю, I have a lot of time. Okay? У меня есть много времени на это. Alright? Вот это вот все, о чем я хотел вам сказать по поводу исчисляемых и неисчисляемых существительных. Давайте вкратце еще раз повторим, то, что они бывают неисчисляемые, если мы говорим much, допустим, much time, much water, much money. Если исчисляем, мы говорим many, допустим, many chairs, many books, many pens. Okay? Если же слишком много, да, чего-то, значит, мы говорим too much, допустим, too much sugar в отрицательном контексте, да, мы добавляем too much. Too much sugar, too much people, sorry, too many people. Too many people, too many tasks. Да? Если же в положительном контексте мы говорим a lot of time, a lot of money, a lot of friends.
So thank you very much for your attention, friends, and take time for your practice. То есть спасибо большое за внимание, друзья, и давайте теперь отрабатываем это все дела в практике.